Телекомпания АТВ города Комрат ведет свою деятельность с 2002 года. Производит собственный информационный продукт на рынке Гагаузии, развлекательные программы, передачи в прямом эфире с интерактивными телефонными звонками в студию. С 2010 года телекомпания входит в Ассоциацию региональных телерадиовещателей Молдовы «Меридиан». В 2012 году телекомпания получила лицензию на радио Буджак-ФМ. Спустя 2 года получила вторую 40-ю телевизионную частоту в Комрате. В 2014 году создала сайт atv.md. Телекомпания АТВ с 2010 года принимает участие в проекте масс-медиа фонда Сорос Молдова. Я считаю то, что наша студия попала в этот проект, большая удача для нас. За 4 года мы получили очень необходимое на тот момент для работы оборудование, что существенно подкрепило нас технически. Для нас это было более значимо, так как за последние 4 года наши журналисты получили большой опыт в проведении телемостов и передач. Очень важный и очень актуальный проект реализовала телекомпания АТВ, программа «Альтернатива», проект «Альтернатива». И вот в контексте этого проекта вопрос о том, насколько у нас демократично общество, насколько власти открыты, насколько гражданскому обществу нужна транспарентность власти и взаимодействие с властью, это, конечно, очень актуальный вопрос для Гагаузии. И благодаря программе «Альтернатива» мы смогли очень многое рассказать и услышать от властей, и поднимались очень интересные и очень актуальные проблемы. В данном случае для гражданского общества, для населения Гагаузии это была реальная возможность стать проинформированными о том, как власть поступает в определенных вопросах, когда есть какая-то проблема, как власть ее решает и участвует ли в этом наше сообщество. Когда альтернатива нам подсказывала, и мы вот именно шли по их, как они нам предлагали, делали, у нас немало их. Это и касается и дренажных систем, касается и канализационных сетей. Некоторые жители даже живят по Котовского, по всему этому району, тоже еще изначально говорили о том, что нужно строить и канализации, то есть глубокие. Ну, все так говорили, но мы всегда брали во внимание, что говорили те жители, и сколько лет в тех подвалах вода, какая причина. И на основании даже их высказываний заказывали проекты, заказывали геологию, заказывали уже, чтобы специалисты нам тоже сказали свое. В ходе участия в данном проекте мы произвели очень много репортажей и передач на различные социальные темы, такие как вода и канализация в городе, о том, куда экспортируется наша продукция. Рассказали о подписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, о демократических ценностях, о той европейской помощи, которая долгие годы скрывалась в Гагаузии. Мы старались больше информировать людей о происходящих важных событиях в нашем регионе, показывали опыт европейских стран. Наши передачи и репортажи, несомненно, повышали активность гражданского общества. И сегодня мы видим результат. Люди стали интересоваться политической и социальной жизнью общества, принимать все больше участия в улучшении нашей жизни. Конечно же, Офис народного адвоката сотрудничает с средствами массовой информации, конкретно с каналом АТВ. Было затронуто очень много тем, очень много различных составляющих, проблемных моментов. Но, в частности, одна из тем была, допустим, право лиц с ограниченными возможностями на то, чтобы защищать свои права. В частности, в студии, в том числе как «Телемост», был организован, где в Кишиневской студии были представлены как раз в том числе лица с ограниченными возможностями. Было интересно услышать их взгляд на то, с какими проблемами они сталкиваются. Канал сумел показать многоаспектность проблем, разных проблем. Причем, говорю, как были затронуты достаточно важные вопросы, в том числе одна из последних – это участие женщин в процессе управления государством, в процессе политической жизни, то, как важно, скажем так, стремление к продвижению различных гендерных слоев к управлению. Альтернатива является как бы стимулятором, основным стимулятором, который дает повод на развитие
и на перспективу, какие изменения в городе. Вот это телевидение, студии, АТВ. Есть люди, которые не обращают на это. Я замечаю, что есть большие изменения. Конечно, я с большим сожалением говорю о том, что наш проект заканчивается, потому что властям мы не интересны. Они не любят, когда мы говорим правду и показываем те изъяны, которые они допускают. И им совсем не интересно, чтобы местные региональные телевидения развивались, потому что все понимают, что именно региональное телевидение ближе к народу и говорят о тех проблемах, которые волнуют людей. Конечно, мы на этом не остановимся и будем информировать наших телезрителей о демократических процессах, о европейских ценностях, продолжим помогать нашим гражданам требовать от властей прозрачности, узнавать и защищать свои права, принимать участие в процессе принятия решений на местном уровне, участвовать в выборах и выбирать тех людей, которые способны улучшить нашу жизнь в нашей стране.